Мгм. Тогда давайте перейдем к решению по регламенту Джугурка Кенеша, да, по этой статье. Вот честно, я его 2 раза прочитала, и я почти ничего не поняла, вот честно, давайте вот объяснять. То есть Давайте. я до сих пор не понимаю, Давайте. почему Генпрокуратура и Джугурку Кенеш — это 2 совершенно различные ветви власти, и вот так вот. Я, конечно, понимаю, что у Генпрокуратуры свои функции, да, контрольно, расследование, опять у них его забирают, но это вообще как бы отдельная история, но при этом как бы там же тоже четко прописанная норма, что все-таки принимает решение об этом Джугурку Кенеш, а тут бац, все-таки Генпрокуратура. Да, я понимаю. Нет, и таких нас миллионы. Нет, пожалуйста. Вы знаете, вот мне в данном случае как бы, так вызывает некоторое такое внутреннее недоумение, вот та позиция, те высказывания, которые вот вообще имеют место быть, и то, что происходит на сегодняшний день, с теми же требованиями. Во-первых, я хочу сказать, что у нас коллегиальный орган. У нас 9 судей в составе. Судьи, которые имеют огромный практический научный опыт, да, работали в разных сферах. Мы часто бывает, что в чем-то не сходимся, и, в общем-то, довольно часто судьи остаются, отдельные судьи, если это принято большинством, при особом мнении. Вот эти все решения были приняты единогласно. То есть вот эта убежденность вот теми основаниями нас, теми аргументами, на основании которых мы приходим к этому выводу, да, они для нас всех очевидны и однозначны. Я сейчас попытаюсь очень просто объяснить. Да? Есть Конституция, на самом деле правовой статус парламента и каждого депутата, конечно, предполагает необходимость правового иммунитета. То есть определенной процедуры согласования с тем, чтобы этим не злоупотребляли другие ветви власти. Вот какую цель преследует. И в Конституции, в частности, прописано: депутат не может подвергаться преследованиям за высказанное им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Джугурку Кенеш. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. Вот давайте так представим, да? Режим законности в стране. Чем он прежде всего обеспечивается? Реализация одного принципа, тоже конституционного: неотвратимости ответственности, неотвратимости наказания за каждое правонарушение. К этому давно пришли, что без выполнения этой функции государство не сможет обеспечить режим законности и общественного порядка внутри страны. Для того, чтобы это реализовать, вот по нашей действующей, скажем так, по действующей структуре процессуального законодательства, если совершено правонарушение и имеет признаки преступления, признаки состава преступления, то должно быть возбуждено уголовное дело в отношении какого-то конкретного лица. По какому-то факту, по какому-то событию, там, обнаружение, например, каких-то следов преступления. Да? И потом начинаются первичные следственные действия. Для того, чтобы расследовать это преступление. А что такое неотвратимость наказания? Это то, что, и прежде всего, чтобы каждое преступление было расследовано. Чтобы каждое преступление было выявлено и проведены все следственные действия для того, чтобы установить виновных. Вот для чего это делается. Теперь подходит момент, что определили, доказательства собрали, и подходит момент до того момента, когда человека нужно уже виновного привлекать к ответственности. И тут, на основании тех доказательств, которые были собраны в этом процессе, определенное лицо привлекается в качестве обвиняемого. Вот что прописано в Конституции. То есть привлечение к уголовной ответственности, то есть привлечение в качестве обвиняемого. Вот что имеется в виду в Конституции. Депутаты в регламенте, и вот эта норма Конституции, она реализована не только в законе о статусе депутата, не только в регламенте, поскольку все эти процедуры касаются и работы, скажем, самого парламента по реализации, да, этой конституционной нормы. И есть
В уголовно-процессуальном законодательстве то же самое. Вся процедура, которая реализовывает вот эти вещи. Но выходя за пределы этого, депутаты расширили свой иммунитет, правовой иммунитет до того момента, то есть даже до возбуждения. А что такое возбуждение? Это возможность выявить и расследовать любое преступление. Даже если вы хотите выявить те вещи, которые подтверждают, что человек невиновен. Даже те вещи. Это открываются двери для государства, когда он может официально проводить определенные мероприятия по его те действия, которые он совершает в отношении этого правонарушения. Вот о чем идет речь. Мы не говорим, мы не лишали депутатов неприкосновенности. Сейчас произошло что, да? Я так полагаю, видимо, органы прокуратуры собрали определенное количество доказательств и подошли к тому моменту, что человека нужно привлекать к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. И об этом пришли запрашивать согласие Джогурку Кенеша, большинства. А то, что мы признали противоречащим Конституции, норму регламента, она говорила, что вообще возбуждение должно происходить тоже с разрешения. Это, знаете, противоречит вообще всему и вообще здравому смыслу. Противоречит, чтобы и спрашивать разрешение на возбуждение уголовного дела, пусть даже в отношении депутата. Если, скажем, какая-то, первоначально кажется его какая-то причастность, может, совершил какие-то действия, пусть кто-то обвиняет его в мошеннических действиях, даже возбудить нельзя. Тогда как же быть с нашими требованиями об обеспечении законности в стране, об обеспечении правопорядка? Если какое-то преступление может остаться нерасследованным только потому, что Джогур Кенеш не дал согласия для этого. То есть я хочу сказать, что правовой иммунитет, он имеет публичный характер. Правовой иммунитет депутата имеет публичный характер. Но он не должен превращаться в привилегию депутата. У меня такой вопрос. Получается, совпало вот это решение, вынесено относительно недавно, в мае, да? Получается, и через 2-3 недели, да, начинается вот эта история, и, естественно, человек связал, да? Такие совпадения, не думаю, да? То есть вот как так получилось? Там от 11 мая же, да, по-моему? Так, сейчас, 23 мая. То есть всего лишь неделя решению, и тут, короче говоря, сразу так, бац-бац. 17 февраля поступила. 17 февраля, то есть 3 месяца. 17 февраля поступила. Март, апрель, это май, вы конец мая. Время изучали, получается. Разумеется, мы готовимся. И наши дела рассматриваются в течение 6 месяцев, вообще по закону. У нас есть дела, которые на 6 месяцев. Это все зависит от сложности той проблемы, которая изучается. Как я сказал, Конституционный суд настолько сложно. Мы изучаем вообще весь мировой опыт. У меня международный отдел сидит на всех сайтах, библиотечных сайтах, специализированных, да, на других языках, они все, что есть по этому поводу, какие исследования правовые есть, какие научные работы есть. Вы знаете, любое решение органа конституционного контроля, судебное решение, это практически научно-практическая работа, фактически. Почему она такая? Потому что сам процесс, само судопроизводство одно из сложнейших со всех точек зрения является. Ни в первом, ни во втором случае особого мнения у членов Конституционного суда не было. Потому что убежденность. Вы понимаете, я же вам говорю, что такое возбуждение уголовного дела. Это вот преступление совершено, даже, например, ДТП, да, любое ДТП, там какие-то, скажем, тяжелые последствия. Да, депутат какую-то причастность к этому имеет, да. Невозможно ни экспертизы провести, ничего. То есть расследовать даже невозможно. Потому что нужно и спрашивать. Это уже противоречит другим принципам. Принципам правового государства, которое является одним из основных фундаментальных принципов построения Кыргызской республики. В Конституции прописано. И это, вы представляете, что вот эта сама процедура, которую они предусмотрели, она противоречит фундаментальному принципу Конституции. Как мы можем промолчать по этому поводу? Мы говорим, вы знаете, все следственные действия, которые затрагивают человека индивидуально, как правило, происходят после предъявления обвинения.
Но даже несмотря на это, у депутатов есть иммунитет на те следственные действия, которые, скажем, происходят или совершаются еще до предъявления обвинения. Он не может быть задержан, подвергнут обыску, ну и там